Таджикистан в десятке самых худших стран по соблюдению прав и гражданских свобод. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему международная организация признала Таджикистан несвободной. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Мы за более чем 2 десятилетия добились ряда фундаментальных достижений, от которых зависит дальнейшая судьба нашего независимого государства. Ежегодный отчет «Свобода в мире 2020. Борьба за демократию в отсутствии лидеров», базирующийся в США организации. Freedom House проанализировал уровень свободы в 195 странах. 83 из них были оценены как свободные, 63 частично свободные, а 49 признаны несвободными. Отмечается, что число свободных стран за последние десятилетия снизилось. Таджикистан оказался среди 29 стран мира, где последние 10 лет наблюдается катастрофическая ситуация с соблюдением прав и гражданских свобод. Согласно таблице, составленной авторами отчета, за последние десятилетия Таджикистан опустился на 18 позиций и сегодня соседствует с такими странами, как Мальдивы, Йемен, Азербайджан и Бангладеш. Freedom House на сей раз комментирует ситуацию с правами и гражданскими свободами в Таджикистане. В прошлом году Таджикистан, а также Туркменистан и Узбекистан вошли в число государств с наихудшим в мире положением с политическими правами и гражданскими свободами, наряду с Сирией, Южным Суданом, Эритреей, Северной Кореей и Суданом, Центральной Африканской Республикой и Ливией. Власти Таджикистана подверглись критике, в частности за то, что блокировали независимые новостные сайты и социальные сети. Авторитарный режим президента Эмомали Рахмона, который находится у власти с 1992 года, жестко ограничивает политические и гражданские свободы. В ходе продолжительной кампании была разгромлена политическая оппозиция. Власти начали максимально контролировать всю религиозную деятельность в стране. Огромное богатство и власть сосредоточилось в руках президента и его семьи, говорилось в отчете. Как вы относитесь к такому выводу независимого издания? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Власти Таджикистана пока не отреагировали на новый отчет Freedom House. Душанбе, как правило, опровергает любую критику международных правозащитных организаций. В прошлом году Сайфулла Сафаров, бывший первый заместитель директора Центра стратегических исследований Таджикистана, заявил, что заключение Freedom House о соблюдении прав и гражданских свобод в Таджикистане не соответствует реальному положению дел в стране. А вы как думаете? Обязательно нам напишите. И все это подтверждается еще тем, что со вчерашнего дня таджикистанцы в панике скупают все продукты с прилавков магазинов и рынков после слухов о проявлении первых заболеваний коронавирусом в Таджикистане. Из-за этого цены на продовольственные товары моментально выросли. Удивительно, в такой ситуации обычно государство должно понижать цены для того, чтобы люди могли обеспечить себя и свое спокойствие. Но почему-то в Таджикистане об этом забыли. Мирхамудин Камалдоза, другой заместитель министра здравоохранения, добавил, что в среду была создана межведомственная группа для стабилизации ситуации, которая наблюдалась в среду на рынках и в магазинах страны. Уже проводятся разъяснительные работы среди населения, чтобы избежать паники, подчеркнул он. Но при этом за цены ничего не было известно. Ну, в принципе, зачем их называть, если они все равно падать не будут? Но очереди за мукой только растут и никак не уменьшаются, несмотря на обещания правительства. Посмотрим, улучшится ли ситуация перед выборами. Обычно именно в эти моменты политики начинают выполнять свои обещания. Посмотрим, как это будет именно в Таджикистане. А за кого вы собираетесь голосовать на президентских выборах? Свои ответы пишите нам в комментарии. Важнейшим нашим достижением в этот период стало обеспечение мира, спасение нашей национальной государственности от угрозы исчезновения, нашего народа от разобщенности. Ибо без свободного государства потеряли бы всякий смысл. На этом у нас все. Просим оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Все подробности будут под видео или же в шапке профиля. До скорой встречи!